Эксперты ООН по правам человека выразили обеспокоенность судьбой бывшего ректора Синьцзянского университета профессора Ташполата Тейипа. Рабочая группа ООН по расследованию необоснованных арестов и исчезновений во время содержания под стражей, а также специальные докладчики подчеркнули, что о месте содержания уйгурского ученого, задержанного в 2017 году, ничего не известно. Представители ООН призвали Китай публично заявить об отмене смертной казни в отношении профессора, сообщить о его местонахождении и разрешить его семье видеться с ним. В оккупированном Израилем секторе Газа была организована демонстрация в поддержку мусульман уйгурского региона. По призыву Союза ученых Палестины участники акции собрались у мечети Аль-Катиба, держа плакаты с надписями «Оставлять мусульман без помощи является запретным» и «Все мусульмане братья». Глава Союза ученых Марван Абурас назвал действия Пекина, направленные против народа Восточного Туркестана, угнетением и посягательством на элементарные человеческие права и свободу вероисповедания. По сообщениям Global Times, являющегося одним из официальных медийных органов Коммунистической партии Китая, 12 арестантов, обвиняемых в нарушении законов о Коммунистической партии и государственных вопросах, предстали перед Центральным народным судом провинции Хубэй. Начиная с 2010 года, один из задержанных собирал в интернете информацию о важнейших собраниях Коммунистической партии и документы, связанные с деятельностью правительства, после чего редактировал материал и печатал в виде книг. Суд приговорил его к тюремному заключению сроком на 7 лет и 10 месяцев, а также выплате штрафа в размере 450 тысяч юаней. Остальные подсудимые получили наказание сроком от 2 до 7 лет. Сегодня в Индийском океане и Оманском море начались совместные учения военно-морских сил России, Китая и Ирана. Представитель Министерства обороны Китая Ву Цянь заявил, что в учениях будет задействован эсминец «Синин» с управляемой ракетной установкой. Напомнив, что главной целью является укрепление сотрудничества между военно-морскими силами 3 стран, Цянь сообщил, что учения пройдут в соответствии с международным правом и практикой. Китайский представитель также подчеркнул, что нет необходимости связывать учения с региональными вопросами. Оманское море имеет стратегическое значение из-за Ормузского залива, который является важным коридором для транспортировки нефти, где осуществляется 1/5 всех мировых сделок. В заявлении пакистанской армии указывается, что индийские военные нарушили режим перемирия, открыв огонь в районе Хаджи-Пир, расположенном на контрольной линии Кашмира. Военные Пакистана сообщили, что в столкновениях погибло 3 индийских солдата. В свою очередь Индия заявила, что пакистанские военные, несущие службу в районе Барамулла, обстреляли индийские территории из минометов и пушек, в результате чего погиб 1 солдат и мирный житель.